Восточная Абхазия богата уникальными архитектурными, историческими и природными достопримечательностями. Туристическая индустрия здесь не так развита, как в западной части страны. Тем не менее, район привлекает туристов, количество которых за последние несколько лет заметно увеличилось. Особое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий для туристов, что, как ожидается, окажет положительное влияние на экономическое развитие района. Первым объектом посещения стала Отапская пещера, известная своими впечатляющими сталактитами, сталагмитами, а также подземным озером. Инспекция оценила состояние инфраструктуры вокруг пещеры, включая подъездные пути. Отапская пещера давно широко известна за пределами Абхазии, но мы, в свою очередь, пытаемся всегда сделать так, чтобы еще большее количество туристов привлечь для того, чтобы они посещали такое красивое место. Для того, чтобы привлечь, безусловно, время идет. Нам нужно благоустраивать территорию, надо сделать удобные подъезды, удобную, комфортную среду создать для гостей наших, которые приезжают сюда. По этой причине мы сегодня здесь. Вы видите, на этой поляне соседний скот собирается. Конечно, это недопустимо. Вот мы разговариваем сейчас, проводим замеры по ограждению, говорим о том, что надо, значит, провести в порядок дорогу, которая подводит в пещеру, благоустроить территорию, в том числе внутри пещеры, как я и говорил ранее. Сама пещера сегодня открыта всего 500 метров. После того, как, надеюсь, проведем эти работы, там еще 2 километра откроется. В итоге гости будут посещать, и весь маршрут будет составлять 2,5 километра. Откроются новые залы, новые красивые места, которые, конечно, будут интересны нашим гостям. В первую очередь, еще хочу добавить, что мы, помимо ограды по территории, хотим благоустроить ее. Здесь нужны современные зоны отдыха, детская площадка для того, чтобы люди, приезжающие посетить пещеру, их детишки могли еще и здесь время провести на площадке. Село Кутол, известное своими чайными плантациями еще с советских времен, переживает туристический ренессанс благодаря возрождению производства натурального эко-чая. Для дальнейшего развития этого направления требуется развитая инфраструктура. И в связи с этим по поручению президента Абхазии планируется проложить асфальтную дорогу между селами Кындык и Кутол. Восстановление чайных плантаций привлекло в Кутол туристов, заинтересованных в экологическом чистом продукте. Местные фермеры активно развивают чайное дело, предлагая экскурсии по плантации и дегустации различных сортов чая. Однако отсутствие современной инфраструктуры, в частности качественной дороги, сдерживает туристический поток и затрудняет логистику. 2,5 километра автодороги гравийной, которую надо заасфальтировать для того, чтобы сюда приезжали большие группы, чтобы могли приезжать большие автобусы, привозя сюда туристов, для того, чтобы они видели, как растет в Абхазии чай, пробовали его. Безусловно, сейчас дегустация происходит на предприятии, но у ребят в планах, значит, тоже обратиться к государству за поддержкой для того, чтобы возле плантации построить классный, красивый, большой чайный дом. Для того, чтобы дегустация проходила прямо на плантации. Вот такой чайный дом тоже должен здесь появиться. Еще раз повторюсь, по поручению президента мы вот выезжаем в места интересные для туристов, привлекательные для туристов и смотрим, что надо сделать в плане благоустройства, какие инженерные работы, какие инфраструктурные работы. Здесь конкретно речь идет об асфальте. В ходе поездки министр туризма встретился с местными предпринимателями для обсуждения перспектив развития отрасли. Встреча позволила выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются представители туристического бизнеса в районе. Кунда Шоуа, Рамо Камки, Абхазское телевидение.